Хлопзеку хатырску телехопшца уахайнар кны апсу телехопшра каналаҿы ҳара ҳалагоит Аԥсны ахадарахьы акандидатцәа рыҿцәажәара. Алхратә комиссиа хадаҿы имҩаԥыргаз аԥсҭаԥсара инақәыршәаны аиҿцәажәарақәа рцикл хациркуеит Аԥсны ахадарахьы акандидат Роберт Аршба. Роберт Иван-иԥа хлопзеқәа бзиала шәаабеит ҳәа шәасҳәоит Аԥсуа телехопшра студиаҿы. Ҳаиҿцәажәара убас еиҿкаауп, ҩынҩажәа минуҭ ицоит, раԥхьатәи ҩажәа минуҭ аԥсышәала, анеизтәи ҩажәа минуҭ, нас аурысшәахь ҳаиасуеит, шәмазеизар ҳалагап. Саԥхьатәи программа иҿыцу акурс ахьӡуп, аинтерес змоу зегьы ирасҳәоит, иара агазеҭ Республика Абхазиа даҟьақәа ирнуп. Изҭаху зегьы иҭырҵаарц рылшоит. Абри апрограмма аус адыжәылоижьҭеи акрааҵуазма, мамзаргьы алхрақәа рыламҭалаз иаԥышәҵаз акакәу. Ԥхынҷкәын жәаҩа рзы ари ашықәс ицаз иааит нас аҷкәынцәа, аиҳабацәа, сҩызцәа, ари ахҭысқәа иҟалаз нахыс ахадара ныҟугароуп рҳәеит, уцароуп ари алхрақәа рҿы. Нас иахьа исывагылоу Дауҭ Валентин-иԥа дадҳәалоуп абри аконституциа реформа агәыԥ аҷкәынцәеи иареи. Урысшәала иҳәозар молодые реформаторы, уажәлар рпалата иалахәуп убра. Убурҭ исыдыргалеит санаԥхьа, иансарҳәа. Уи азҵаара сыззаҳангьы, нас дара рзаҳангьы сыӡбеит. Сҽаласырхәырц, дара нас апрограммагьы рыман, изгәаԥхаз еиҳарак, иара конституциа реформа, административтә реформа, ԥсыхәа амамкәан, иахьа ус азҵаара иқәгылоуп, иаҳамҵар, ҳаусқәа ҽеихаӡом. Ари ашықәсқәа ицаз, убриоуп алацәажәарагьы ҳашҿу, аха урҭ азҵаарақәа иаҳзымыӡбеит. Ҳара ҿыц акурс ҳазықәгылаз ҳҳәынҭқарра ргылара ҳазкуп, урҭ аконституциа реформа иҟаҳарҵарц иаҳҭахуп. Урҭ алагалақәа аконституциа иалагалатәуп, апарламент аҿы ишьақәырӷәӷәатәуп, уаҳа ԥсыхәа ҳамаӡам. Иҟаҳамҵар еидгыларагьы ҟалаӡом, ажәлар зегьы изеидгылаӡом, еиқәымгьы иалҵыргьы ҟалоит. Убри азаҳан сара схы саласырхәоит убри арҭ алхрақәа рҿы. Аԥсуа бызшәа иадҳәало азҵаара шәысҭар сҭахын, нас зегьы иаадыруеит аԥсуа бызшәа апроблема шадҳәало. Шәара шәапрограммаҿы иарбоуп шьаҿала иҟашәҵо, иара абызшәа ачынуаа рыбжьара ахархәара рӷәӷәара, ақьаадқәа аԥсышәала рхарҭәаарагьы уҳәа, аха исҳәарц исҭаху нас ҩажәижәаба шықәса рыҩныҵҟа аԥсуа бызшәа еиқәырхаразы иҟаҵо шьаҿақәагьы маҷӡам, иара азакәан ахаҭагьы аԥҵаны иҟоуп, аха лҵшәа дук иаҳбаӡом. Шәара шәапрограмма еиҳа алҵшәа аиуеит ҳәа зышәыԥхьаӡои? Иашаны бҳәеит Есма, маҷымкәан иҟаҵаны нас еиҭаганагьы иҟоуп аԥсуа бызшәа ганахьала маҷымкәан иҟаҵо ирацәаны иҟаҵаны иҟоуп, аха иара аус ауӡом иахьа, нас иара абызшәагьы нас азакәан иҳамоу, иара аҳәынҭқарра бызшәатәы аус ауӡом. Ахәҭаҷқәа ыҟоуп иара иану, иара аԥсҭазаараҿы ҳара ҳхы ҳзархәаӡом. Иҟоуп аҩыза ахәҭаҷ иахьа иара зегьы азакәанқәа апарламент аҿы, нас Аԥсны жәлари реизараҿы ирыдыркыло, убри зегьы ԥсышәала, зны ԥсышәала ирыдыркылароуп. Нас урысшәахь еиҭаганы уигьы еиҳадаҳкылароуп. Ишьақәырӷәӷәаны иҟаҵатәуп аԥсуа версиа иурыс версиагьы. Уи аҟаҵара иҟаҳҵаӡом.
Уи нас ҳаққунди ҳалагароb нас ахада Аԥсны жәлареизара иақәныҟәароуп азакәан. Нас хәыҷы-хәыҷла ашколқәа рахь, ахәыҷбаҟчақәа рахь иалагалатәуп абызшәа. Иара аԥсуа школқәагьы иҳамоу иахьа нас актәи, аҩбатәи, ахԥатәи, аԥшьбатәи акласс аҿы нас ԥсышәала аҵара ҳаҿуп, аха абри ахәбатәи акласс ахь ҳанеисуа ҩ-маҭәак аанхоит аԥсуа бызшәа и аԥсуа литература. Егьырҭ маҭәарқәа иҳамоу урысшәала ицоит, урысшәала аҵара ҳаҿуп, иалагалатәуп. Сара сгәы шаанаго ала иҟоуп еиҭаганы нас агеографиа, аԥсуа географиа, тәылатәи ҳаҳтәыла географиа, ҭоурых, ҳаҭоурых, аԥсуа ҭоурых, убри иалагалатәуп. Хәыҷы-хәыҷла ацәажәара ҳалагоит. Иара иоуп нас урысшәала уҳәозар адокумент оборотгьы уи аиеи азинҳанаҭоит иара азакәан адокумент оборот урысшәала аҟаҵара, аха все равно хәыҷы-хәыҷла иалагалатәуп аԥсуа бызшәагьы аԥсышәала. Нас ишәылшару убри аҟаҵара? Ҟаҳҵароуп. Ҳалшо иҳалымшо иҟаҳҵароуп. Нас убри азаҳан ами еибашьрагьы зааз, иаҳхысыз аҷкәынцәа рхы иақәырҵеит аҳақәиҭра азаҳан, аԥсуа бызшәа арҿиара азаҳан, еиқәырхара азаҳан. Егьырҭгьы милаҭкгьы ҳара иҳахәаԥшуан. Ҳара ҳамцәажәар, егьырҭгьы цәажәаӡом. Ҳаԥхамшьароуп, ари ҳабызшәоуп. Иарада ԥсыхәа амамкәа абри амаҵура зауа ҳәап аминистрра сдарҭома, иара аԥсшәа ззада уаҳа изымдыркәа амаҵурахьы дрыдымгылоуп. Иахьа аԥышәа нас зҭиуа ахадарахь ицо, нас ҳашколқәа рҿы нас ҳахәыҷқәа аԥышәа рҭиуеит аԥсуа бызшәаҿы. Уаҳа аӡәгьы ԥышәа иҭиӡом. Иара азакәангьы нас ус иаҳәоит ачинуаа нас ишьақәырӷәӷәатәуп агәыԥ, акомитет, ҳасабла иҟазароуп. Уи нас урысшәала уҳәозар кабинет министров иадҳәалоуп ҳәа соуп иахьа, аха нас аус амуит ишахәҭоу. Уи аганахьала мана шара рымаӡамызт. Иаҭахар хыхь иаҳкып президент ҳасабла, президент программа ҳасаблас нас убри иҟаҵатәуп, ирӷәӷәатәуп иус, иадгылатәуп, ҳацәажәароуп, уаҳа ԥсыхәа ҳамаӡам. Егьырҭ милаҭқәа нас дара рыбызшәа шырҵо, рыбызшәала ишцәажәо, даже атәыла шәҟәы уаҩы иоурц азыҳан аԥсуа бызшәа иҭироуп. Уи абарьер дахысыроуп, абызшәатәи барьер дцәажәароуп аԥсышәала, атәыла шәҟәы. Ус иҟоуп азакәанла ахы ианагӡара аӡам. Анагӡара аӡам. Уи комиссиагьы ҟалароуп, изыӡбо, игәазҭо, хәыҷы-хәыҷла иалагалатәуп. Зехьынџьара, ҳасферақәа рахь зехьынџьара. Иҭабуп анаҩстәи азҵаара, адемографиа азҵаара. Уи азҵаарагьы даараӡа иҵарны иқәгылоуп, ииуа рхыԥхьаӡара раасҭа зыԥсҭазаара иалҵуа, еиҳа ирацәоуп ҳәа убри статистика ыҟоуп. Еилкаауп ари азҵаара нас ган рацәала ишазнеитәу, шәара шәапрограммаҿы иарбаны ишәымои абри азҵаара аӡбразы? Азҵаара бзиа сыбҭеит, Есма. Уи аганахьала иҟаҵатәу рацәоуп. Агәабзиарахьчара аганахьала ҳамҩақәа рҿы иҟоу усгьы ҳбоит, иаҳдыруеит, амашәырқәа иҟало уигьы аус адулатәуп. Ахҭысқәа цәгьақәа иҟоу аҳамҩақәа рҿы уигьы ишьақәырӷәӷәатәуп, ишахәҭоу иара азакәан ишаҳәо ала ҳацныҟәароуп, ԥсыхәа ҳамаӡам. Ауаа шаҟа иаҳцәыцыз иаҳдыруеит зегьы. Уи аганахьгьы даараӡа аус аҳуроуп, ҳадгылароуп ишахәҭоу азакәан ишаҳәо ала. Арепатриациа аус ӡбатәуп,
иҟаҳҵароуп убус иргәаԥхо абрахьаара аҭаацәара иалалахьоу ирыцхараатәуп ахәыҷқәа змоу аҳәынҭқар убри программа ҳасабла иҳамазароуп ирыцхраатәуп ԥаралоума аус рурц убри проблемас иҟамларц нас иҟоуп нас ахәыҷқәа змоу аҳәса рыдыркылаӡом егьиха ҳамшәароуп аквотақәагьы аҵатәуп дасу аусурақәа иҳамоу ирыдгылатәуп уаҳа ԥсыхәа ҳамаӡам ҳамшәароуп ахәыҷқәа ирацәаны иирцаз аҳ нас ҳаԥсҭазаара демографиа ишԥашьҭахуа нас ахәыҷқәа мер ахшара рацәа змоу нас лымкаала иаҳа иҳаны ԥарак ҭаацәара рхәыҷқәа зланыҟәыргарц рылшо аԥара ацҵара убри арбома шәипрограммаҿы итоуп аганахьала иуҳәозар нас ацхыраара уи зегьы рзы иҟазароуп есышықәса нас индексациа урысшәа луҳәозар хәыҷы-хәыҷла иацҵаны ироузароуп ауаа ахәыҷқәа змоу аҭаацәа ирыцхраатәуп уи апрограммаҿы ҳапрограммаҿы зегьы ануп шәипрограммаҿы иарбоу пунктк саҿагылоит аҭаацәара ԥызымҵац зықәра иахыԥаз аналог хазы рықәҵара уи аҭахны шәыԥхьаӡома уи заҟаҳҵо уи аналог нас ашәахтә абиуџьет ахь инеир дара ираҳҭарц иаҳҭахуп убри аԥарақәа дара нас еиҳаны ироурц нас рбиуџьет еизҳарц ҭаацәаразы нас ахәыҷқәа ирацәаны змоу уи ыҟан уҩыза асовет асовет мчраны ааз иҟан аха уи холостяцки налог иахҵоуп уи нас иҳадгылар апарламент уи усгьы парламент азин ҳарымҭар уи конечно хәыҷык ицәгьахоит аха ажәалагала ҳараҳҭап уи уиза ақыҭа иадҳәалоу нас ауадаҩрақәа акгьы изимаӡаӡам еиҳарак ақыҭақәа рҿы иаанхаз абиԥара аиҳабыратәи абиԥара иаҵанакуа роуп нас ансаҳәа арсаҳәа аҿар аанхаӡом ақыҭараҿы ишԥаҟаҵатәу аҿар ақыҭаҿы иаанхартә еиԥш насгьы ақыҭаԥсы ҭалартә еиԥш Аԥсны уи аҟара идуӡӡам ҳақыҭақәа нас ҳақалақьқәа ааигәара иҟоуп ус иуҳәозар аха ҳамҩақәа аҵатәуп ҳалашарақәа рҽеитәуп нас зегьы амашьынақәа рымаӡам изланыҟәо транспортгьы еиҿкаатәуп ишахәҭоу иара ашколқәагьы иҳамоу шьақәырӷәӷәатәуп ирҽеитәуп нас аспорт аганахьалагьы ирыцхраатәуп нас ахәыҷқәа ирымазароуп иахьныҟәо аусурҭа алар рааигәа-сигәа апрограммақәа нас аҳәынҭқар программақәа уи аганахьала аус аур ауаа нас аусурагьы роуеит рқыҭақәа рыҩнқәа рывараҿы уи алызшәауеит ибзианы иахьагьы иҟоуп уҩыза апрограммақәа ашәыра еиҭаҳара изҭаху нас сара излеилыскаауа ала қыҭанхамҩа иадҳәало азҵаарақәеи нас ақыҭақәеи еидҳәалоуп аԥара иазоужьтәуп дасу нас иара ииҭаху дазаманшәаланы иҟоу нас усурақәа ииҭаху аҟаҵара ицхраатәуп идгылатәуп аԥара иҭатәуп ԥара уи нас уи хәыҷык ашәарҭа ауп иахьа нас аԥара иуҭар ауаҩы имыргьежьыр мамоу нас аргьежьра уи аргьежьра акәӡам аус злоу уи техникала ицхраатәуп анда иҭахызар анда изаҟаҵатәуп амаҭәақәа зегьы иаҭаху убри нас бизнес план ҟаҵаны имоу
Нас убери ауа азароп, яра, Русфилохозер, кто будет сопровождать его проект. И рад галатупы, ацетупы вас вахаб сухамад, замамзари хардзвы, уа нас я шахдыру, хацасква, хакябыз, хакультура, хабызфя, кыта хардзыр, ризиги хардзвы. Нас ферфи программа ярбо пакетан хами пара звучера, уже фини виба миллиона коп фера пшиф. Япан пя хакуиза пара. Я мума хюнткара яра убриза пара. Бороться надо с коррупцией. Яра оптимизация, геобюджет, оптимизация ацетуп, яра структура, геоптимизация ацетуп. Вах, экономия, уягана хяла, экономия алот на сапарако, уягана хяла, янхо. Процент ла яхгозер нас мацурау арнукара бюджета канпи ша пара зужуй ушти бюджета у нас еще. Нас убри ай тахоп шрифкуйтома. И 2% хара программы шонала, и 2% экономия ахцару уягана хяла, и процесс коё. Рихал шару, убурта пара кувахи, и рахтару, и гирта программа когихау. Экономика Гана Хялаги, предпринимательство Гана Хялаги, Вахки, я заучту. Роберт Иванович, первая часть нашей беседы завершена, вторая часть пройдет на русском языке. Продолжим нашу беседу. В интернете в последние месяцы появляется информация о якобы ухудшении отношений между Абхазией и Российской Федерацией и антироссийских настроениях в республике. Как вы это прокомментируете? Я бы так не сказал, что у нас ухудшение отношений. Это связано с тем, что мы не выполняем те условия, которые определены нашими соглашениями. То есть те обязательства, которые определены, и это связано с тем, что при расходовании средств финансовой помощи мы допускаем нарушения, которых неоднократно мы говорили, еще будучи являясь председателем контрольной палаты. Это все имеет накопительный характер, потому что очень много проектов, которые вроде бы реализованы, но построены, сделаны, но не имеют своего логического завершения, они не работают. Не работают на людей, ни народ, ни на бюджет. Это все видит наш партнер. В рамках вопросов, если взять даже энергетику, мы даже не смогли побороть майнинг, к сожалению, с этим и легализовать его не смогли. Это тоже является одной из причин того, что вот это не сколько ухудшение, это как бы ситуация, они в рамках соглашений применили соответствующие, как бы, санкциями не назовешь, но применили меры такого характера, приостановили, потому что финансирование в части выплаты зарплат, и вы сами, вся страна об этом знает. Это связано, я думаю, больше вот с этими мероприятиями, которые мы не смогли реализовать как надо. Что касается русофобских разговоров, и такого настроения у нас в обществе нету, в моем понимании. Я, например, общаюсь со своими близкими, друзьями, соратниками, с родственниками. Я бы не сказал, что у нас есть такие настроения. Это просто кому-то, видимо, выгодно такие слухи пускать. И вот они пускают для того, чтобы вот ухудшить и так сложно, еще более усугубить и так сложную ситуацию сегодня. Соглашение об инвестпроектах с Россией. Ну, очевидно, что этот вопрос встанет на повестке дня, кто бы не стал президентом Абхазии. Как вы будете действовать?
Ну, если станет такой вопрос, надо действовать в интересах народа, не идти о государства. Любое соглашение, любой договор, он всегда обоюдный. Две стороны должны получить выгоду. То есть все то, что будет в интересах народа и в интересах государства, я думаю, проблем не должно быть. И правда, отстаивать свои интересы, говорить открыто, придавать огласке данное соглашение. Идеального ничего не бывает. Но если оно пройдет экспертизу общественности, пройдет экспертизу парламента, экспертизу правительства, такой документ, я думаю, на выходе будет более правильным и полезным для нашего общества. Без инвестиций тоже не получится. Ну, не получится, мы не сможем справиться с теми проблемами, которые остро, прямо вот так вот все остро стали. Вы знаете о всех событиях, о ситуациях. Прошло уже 30 лет. На повестке дня очень много вопросов. И практически ни один вопрос не снят, и мы от выбора к выборам одни и те же вопросы стоят. Люди даже уже встречаясь с избирателями, они уже даже вопросы задавать не хотят. На некоторых участках, где мы бываем, в наших селах, городах. Ну, а апарт-отели, они нам нужны здесь, в Абхазии? В том виде, которое оно было представлено, я думаю, нет. Это губительно будет для нас. Может быть, это сейчас преждевременно. Все-таки наша экономика и наши люди должны быть окрепнуты для того, чтобы рассматривать такого рода соглашения в будущем. Ну а при каких обстоятельствах они возможны у нас? Мы должны для начала сами уметь брать ответственность на себя. За последние 20 лет, вы видите, никто не несет ответственности. Мы просим наших президентов сложить досрочно полномочия. И знаете, каким путем это все происходит? Но в итоге никто не несет ответственности. Событие произошло, мы предъявили. Дальше что? Страна живет в этих политических процессах постоянно. Что мы забыли о самых насущных проблемах. И это стало нас вообще отвлекать. Безработица и много-много других вопросов. Безработные люди, они очень уязвимы. Ими легко манипулировать. Я вижу, что это стало выгодно. Все эти вопросы надо поднимать и решать. Вопросы энергетики, вопросы мусора. Но это же насущные вопросы. Они из года в год стоят. Постоянно и острые. И ситуация ухудшается. Она не улучшается, она ухудшается. Что вы имеете в виду, не несет ответственность? Вот вы где-то говорили, что бывших президентов надо как-то... Не, ну тогда причина. Зачем тогда мы их попросили уйти? Но законом у нас защищены Ну, значит, экс-президенты. Это надо все исправить. Поэтому мы за эти реформы. Не сделав эти реформы, не приведя в порядок, не оздоровив нашу политическую систему, у нас ничего не получится. Если мы также будем продолжать, если президент не начнет нести ответственность в нашей стране, никто не будет нести ответственность. Мы за это. Мы за эти реформы. Никто нам не мешал принять закон, например, о процедуре импичмента, от решения президента от власти законным путем. Но можно же было принять этот законопроект уже сколько у нас, комин уже набил. Сколько мы об этом говорили, и сами они говорили, когда баллотировали, что вот они готовы это делать. Но придя во власть, мы это не делаем. И мы уйдем как раз вот от тех вот событий, которые происходят практически 5 лет. Пока мы не решим все эти вопросы, пока мы не внесем соответствующие изменения в Конституцию, пока мы не сбалансируем все ветви власти, это главная задача нашего курса, нашего движения. Не будет этой стабильности, не будет этого объединения. Только после этого мы можем вот такие серьезные вопросы решать и поднимать. В такой вот мутной воде опасно даже рассматривать такие вопросы. И мы должны это быстро делать. Мы даже установили сроки. Это даже была моя просьба. То есть нести сроки и ограничить себя, и поставить себя в рамки. Мы будем делать это все.
К сожалению, сейчас нет этого большинства в парламенте, то есть конституционного. Потому что после этих событий, вы знаете, ситуация, конфигурация тоже в парламенте изменилась. Хотя у предшественника была возможность такая, и было конституционное большинство. Но Все, не воспользовались да, этим, к все сожалению. обещают реформы, Да, к но сожалению, не когда воспользовались. приходят к власти, что-то такое происходит, и о реформах забываются. Честно скажу, я не знаю, что происходит, и боюсь, что это меня минует. То, что происходит. Если в итоге выпадет на нашу долю. Вы говорили о нестабильности. Вот на ваш взгляд, что мешает Абхазии поступательно развиваться? Вот надо сделать эти реформы, внести изменения в Конституцию. То есть политическая Конечно, стабильность? конечно. Плюс вопросы коррупции решать. То есть взять на себя ответственность, привести в порядок. Каждое направление, все министерства и ведомства. Никто не несет ответственности. Компании наши. Мы знаем очень много нарушений, и много материалов было в прокуратуру направлено. А что в итоге? Как раз мы вот когда-то в прошлом была у нас такая затея неплохая. Мы сделали несколько репортажей, передач на эту тему. Ну да, вот в тот период, когда мы делали совместный цикл передач, мы рассказали общественности о нарушениях финансовых. Речь шла о миллионных суммах, но какого-то такого общественного резонанса почему-то не было. Это означает, что общество лояльно относится. Это коррупция считается, нецелевое использование бюджетных средств. Это коррупция? Почему вы находили такие нарушения, вы отправляли дела в Генеральную прокуратуру, а Генеральная прокуратура не находит состава преступления? Как так получается? Ну, потому что нет такой задачи. Нету такой задачи. Потому что мы погрязли. Одна система и другая система. Вот эти политические силы, которые сегодня сформировались, они, как вам сказать, понабрали компроматов друг на друга, вроде бы, да, и уже мерятся ими. И нет никакой ответственности, никто не реализовывает. Получается, что эти материалы просто для того, чтобы друг друга запугивать. А нас это не устраивает. Развития нету. Экономика не развивается. Только благодаря бизнесу, вот, коммерческим структурам сегодня идет развитие. А что касается непосредственно государственных структур, тоже это и Министерство экономики, объекты, которые в их подчинении, они практически все не в хорошем состоянии, в ветхом состоянии, развития нет. Но вы же документы еще отправляли и в парламент, и парламент реагировал каким-то образом на ваши документы? Ну, к сожалению, не слышали, не слушали. Ну, как вы сможете переломить эту ситуацию? В нашей программе предусмотрено. То есть мы хотим, в частности, если взять Генеральную прокуратуру, мы хотим выделить Следственное управление, сделать отдельным комитетом, оздоровить это все, заставить закон работать. Если в какой-то части у нас щадящие законы, то есть в уголовное законодательство, процессуальное законодательство и в другие, в административное законодательство, нужно внести соответствующие изменения. Придется ужесточать. Как говорится, если мы хорошего не понимаем, придется ужесточать. У нас даже в налоговом законодательстве, сами знаете, сегодня за налоги никого не сажают. А если посмотреть мировое законодательство, законодательство других стран, это очень серьезная статья. Неуплата налогов — это уголовное преступление. А у нас это есть? Нету. Даже вообще не предъявляют. У нас есть структуры даже, которые подоходный налог не платят. С людей удержали. То есть заработная плата людей удержали. А до бюджета не доводят. Я как-то предлагал, что те платежи, которые уже начислены во внебюджетные фонды, то есть это пенсионный фонд, фонд инвалидов, фонд медицинского страхования, фонд социального страхования, фонд репатриации,
начислены платежи в бюджет, то есть и подоходный налог, и другие налоги. Уже, если дать им статус уже бюджетных, несмотря на то, что они еще не попали в бюджет. То есть все это, а это деньги не их, даже коммерческих организаций, государственных организаций. И они обязаны их довести до бюджета. Если они их не доведут вовремя, то это можно считать как нецелевое использование средств. Но, к сожалению, такого у нас в законодательстве нет. Я даже помню, это было в 2016 или 2017 году в парламенте предлагал, чтобы как-то решить этот вопрос и сдвинуть, потому что очень много должников, которые не доводят деньги до наших фондов. А это зависит в будущем, насколько быстро и в полном объеме мы можем рассчитаться с нашими пенсионерами, выплатить им пенсии и любые другие выплаты, которые производятся за счет средств наших фондов. Это очень важно. Ужесточать, вносить соответствующие изменения, и чтобы ответственность наступила. Пока не почувствуем ответственность, мы не будем. Очень сложно уйти от этих карманных дел. Надо все уже легализовывать, в чистую работать. Давайте перейдем к следующему вопросу. Я хотела бы поговорить о энергетическом кризисе в стране. Как вы думаете, в состоянии ли абхазское государство самой реанимировать энергосистему? Каким образом? Или все-таки нужно привлекать инвестиции? Я думаю, без соответствующих вливаний сложно будет быстро реанимировать и оздоровить нашу энергетическую систему, по крайней мере, то, что у нас есть. Мы много чего, конечно, отдали, что-то в аренду, что-то продали, те же генерирующие наши станции. Но мы можем оптимизироваться внутри, безусловно, какую-то часть взять на себя. Мы можем взять кредиты. У нас, слава богу, есть стратегический партнер. Обратиться к нему. Без этого не получится. Мы реально довели систему до той ситуации, которую мы все видели. Кто-то, возможно, меня и упрекнул там, в неправоте или какой-то клевете. Он ошибается. Время все показывает само по себе. В аренду это плохо? На условиях государства, если в аренду отдать? Это, понимаете, это неплохо, но что мы имеем от этого? Что имеет государство, что имеет население от этого? Ту генерацию, которую получают, это же, она же не доводится до населения. И стоимость ее тоже высока. Приобретать ее получается дорого. Без инвестиций, без вливания тоже не получится. Есть много комплекс мер, они в программе указаны, которые мы должны сделать. Для начала мы еще должны усилить ответственность внутри самой компании, провести аудит, провести ревизию. То есть это надо сделать в кратчайшие сроки. Это прям в первые дни уже начинать сразу. Создать комиссию, которая даст истинную картину того вообще, что сегодня происходит там в системе. Мы даже выручку собрать не можем в полном объеме. Мы даже не знаем, кто подключен и не подключен. Нам сегодня говорят, что они даже не знают. Вот идет вроде бы майнинг, добывают криптовалюту, а вот не знаем, даже определить не можем. То есть незаконное подключение. То есть нужно провести полную ревизию, уйти от потерь. Есть вещи, которые мы можем на себя взять. Но это должно планомерно идти из года в год. Вкладывать деньги, инвестировать в нашу экономику хотя бы за счет своих средств. Мы даже вовремя не можем установить счетчики. Сколько времени уже установили, сколько, когда были деньги выделены. Уже более 3 лет мы занимаемся этим делом. Очень много вопросов, которые нужно решить у себя. Нет нормативной документации. Это очень важно, это влияет на собираемость. Мы должны гораздо больше собирать. По сведениям на 2019 год, вот даже по той проверке, которую мы проводили, более миллиарда рублей числилась задолженность перед компанией индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Но кто в этом виноват? Сами население? Нет, кто-то должен от них требовать, чтобы они платили. Так же? Нет этой ответственности, нету договоров, нету ответственности, нету. Это удобная ситуация. Вот мы же говорим о коррупции. Вот она и удобная ситуация. Возникает такая ситуация, когда удобно, не нужно, и этот процесс не ускоряется. Мы не хотим быстро привести это все в порядок. Все идет очень медленно. Эта ситуация была и когда и тариф был и 40 копеек, когда был больше тариф. Сегодня знаете, какой тариф. Не имеет значения. Да, мы, может, собираемости были проценты немножко другие, но все равно по последним данным уже там, где уже установлены счетчики, собираемость стала выше, намного выше. То есть надо процесс ускорять. Да, это сложная работа. Сегодня устанавливать счетчики, это тоже нелегко. Ну, значит, надо увеличивать бригады, привлекать больше людей. Объем-то один, ресурсы выделены одни. Просто надо их распределить уже среди большего количества людей. Без этого не получится. Роберт Иванович, наше время подходит к концу. У меня такой последний вопрос. Ну, вы говорили, что у вас в программе отражены и сроки, и много реформ. Ну, довольно амбициозная задача. Кто эти люди, с кем вы все это будете осуществлять? И мы уже говорили об этом. Ну, и все-таки еще раз, откуда деньги на все эти реформы? Ведь чтобы провести даже перепись населения, да, нужны немалые деньги. То есть отвечу сразу. То есть кто это люди? Вот как раз эти люди меня и побудили выдвинуться и стать кандидатом в президенты и участвовать в неочередных выборах. Кандидат в вице-президенты Дауд Валентинович, один из участников. Сегодня он является представителем Общественной палаты. Это группа реформаторов, молодых, которые уже практически 6 месяцев тому назад уже практически скомпоновали, сформировали эту программу. И вот мы, можно так сказать, почти к готовой программе. Вот они поставили меня перед фактом. И это меня соблазнило. И я увидел, о чем идет речь. И это как раз то, чем бы я хотел бы заняться. Программа амбициозная, но ничего невозможного нету. Я по жизни был практиком. Мы от теории должны перейти к практике, уже реализовывать. Мы 20 лет говорили, теперь пришло время делать это, трудиться и делать то, что мы декларируем. У нас другого выхода нет. Мы должны объединиться, работать, созидать, взять на себя ответственность, говорить правду, не бояться. И ответственности тоже не бояться. Если будем делать все так, как надо, каждый, начиная с главы государства, парламент, судейская система, кабинет министров, и каждый гражданин, если он поставит задачу, бизнес, поставит задачу, что вот мы должны построить свою страну, мы справимся с любой задачей. Просто нужно это движение, начать это делать, и все получится. Роберт Иванович, я благодарю вас за то, что вы нашли время в своем плотном графике и пришли к нам в студию. Спасибо большое за беседу и удачи на выборах. Спасибо, Ясна, большое за такую возможность, которую вы нам предоставили, высказать свое мнение. Табу Пидудзин. Табу. Абзерас.